Смотрите в программе. Пострадавшие от пандемии предприятия освободили от налогов за второй квартал. Жители отдаленного микрорайона в Покровске добились включения их в городской автобусный маршрут. А проверка автобусов в Якутске выявила ряд нарушений и несоблюдения эпидемиологических мер. В эфире вечерние новости. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, освобождены от уплаты налогов и сборов за второй квартал этого года. Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон. Для страховых взносов за этот период освобождение реализовано в виде установления тарифов по ставке 0%. Федеральным законом 172 ФЗ внесены дополнения в налоговый кодекс, согласно которому предусмотрены меры поддержки для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в том числе по страховым взносам. А именно, такая категория налогоплательщиков при составлении расчета страховых взносов за второй квартал 2020 года применяет ставку 0%. То есть при составлении расчета страховых взносов отражаете все базовые показатели, при этом ставку ставите 0%. К получившим такую меру поддержки закон относит субъекты малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности. Кроме того, в список войдут пострадавшие некоммерческие организации по реестрам, которые будут сформированы уполномоченными органами. Оперативный штаб Якутии утвердил регламент обеспечения работодателями контроля приезда вахтовых, сезонных и командированных работников из-за пределов региона. Согласно документу, наниматель в обязательном порядке письменно уведомляет органы власти о прибывающих работниках за 5 дней до прибытия. При этом все прибывающие работники должны иметь отрицательный результат лабораторных исследований и проходить перед приездом обязательный медосмотр. После приезда все прибывшие в обязательном порядке изолируются на 14 дней. Предложения Якутии включили в нацпрограмму развития Дальнего Востока. Из 7 предложений по развитию инвестиционных проектов, поступивших от нашего региона, будут включены 4. Сейчас завершается корректировка текста национальной программы. Далее ее рассмотрят федеральные ведомства. Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов заверил, что те предложения, которые не вошли в программу сейчас, с большой долей вероятности могут войти в нее в будущем. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что правительство республики в адрес Минвостокразвития России направило заявку на включение в план 22 мероприятий и объектов. На встрече приняли решение подробно проработать каждое и вынести их на решение правительственной подкомиссии, которую возглавляет вице-премьер страны Юрий Трутнев. Промышленный туризм будут развивать в Якутии. Правительство региона и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о сотрудничестве по продвижению новых проектов. Туристы смогут увидеть, как добывают и обрабатывают алмазы, как устроена угольная промышленность и какие машины для этого используются. Первые шаги по промышленному туризму будут реализованы совместно с компанией «Алроса». Это очень сейчас модно, в тренде, когда промышленные компании открывают свои рабочие площадки и показывают, как происходит на самом деле превращение готовой продукции в сырья. И мы ожидаем большого потока как и делового туриста, так и молодежи, которая очень интересуется сейчас данным направлением. Промышленный туризм – отличная возможность для малого и среднего бизнеса начать сотрудничать с промышленными компаниями, укрепить деловые отношения и расширить свои услуги. Помимо этого, в планах туристические продукты, которые направлены на продвижение малого и среднего предпринимательства, кузнечного, гранильного дела, изготовления посуды и якутских ножей. Все компании, которые участвуют в данном проекте, они могли иметь мотивацию не только для того, чтобы повысить узнаваемость своего бренда, но и для того, чтобы сделать какие-то коллаборации с крупным промышленным бизнесом. Поэтому мы сейчас делаем ставку не только на какие-то гранты и субсидии, но и на то, чтобы поделиться методологией, которую уже разработала ОСИ, с небольшими предприятиями, которые хотят зайти на этот рынок. В
Покровские жители отдаленного микрорайона Нефтебаза добились от властей того, чтобы маршрутный автобус заезжал и к ним. Они долго жаловались на отсутствие постоянного сообщения. Людям приходилось идти 2 километра до остановки в соседний микрорайон, чтобы доехать до центра своего города. Тему продолжит наш корреспондент Виолетта Засимова. Месяц назад наш телеканал уже освещал эту историю, но напомним основные моменты. Микрорайон Нефтебаза. Здесь живут около 50 человек. В основном бывшие работники ликвидированного в прошлом году предприятия «Покровская нефтебаза». На протяжении 20 лет они ездили по делам в центр Покровска на рабочем автобусе. В 2018 году он перестал курсировать. В микрорайон начал заезжать маршрутный автобус, следующий с Максаголоха в Покровск, но затем прекратил. Один день автобус заходит, другой день не заходит. То у них нету бензина, то у них нету газа. Люди выходят на остановку, стоят, мерзнут. И приходится все-таки возвращаться домой, значит, уже не уехали они. В Покровск не купили продуктов себе. Муниципальное учреждение, пассажирское автотранспортное предприятие, сокращенно МУПТП, владеющее маршрутом, называло разные причины отказа заезжать в микрорайон. Но жители уверены, все дело в отдаленности нефтебазы. Тогда они вышли на власти района и города и предложили отсыпать дорогу, соединяющую микрорайоны Нефтебаза и Звероферма, тем самым создав условия для проезда автобуса. Некоторое время предложение висело в воздухе, но после того, как наш телеканал осветил данную проблему, дело пошло. Администрация района выделила материал для отсыпки. Администрация города провела необходимые работы. И на днях по новой дороге проехался маршрутный автобус под номером 113. При поездке, выявились недостатки дорожного полотна. Есть небольшие вопросы по остановкам, по установке дополнительных знаков. Все это мы взяли на заметку и в ближайшие дни намерены все это устранить, чтобы с понедельника уже начинает курсировать постоянный маршрут с Максаголоха через Нефтебазу и Звероферму. Далее были оговорены количество ежедневных заездов в микрорайон. Сошлись на 3. В течение месяца автобус будет ездить в пробном режиме. Так как мы являемся учредителями муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия, мы гарантируем, что автобус будет ездить ежедневно 3 раза в день. Мы со своей стороны, как жители поселка Нефтебазы, будем ездить на этом автобусе. Особенно в зимний период он нам жизненно необходим. Диалог власти и народа состоялся. Через месяц будут подведены итоги пробного периода, где окончательно решится вопрос с постоянным автобусным сообщением микрорайона Нефтебаза с центром Покровска. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В Ленском районе Якутии задержаны лица, подозреваемые во взятничестве. Следствие установило, что в августе 2018 года между обществом с ограниченной ответственностью и ГАО «Якутлесресурс» был заключен договор на расчистку просеки. Подписание состоялось в рамках строительства высоковольтной линии между поселком Пеледуй Ленского района и городом Сухой Лог Свердловской области. В 2018-2019 годах инженер Ленского лесничества выявил нарушение, а именно повреждение лесных насаждений. Следствие предполагает, что в последующем начальник коммерческого отдела и инженер лесничества, находившиеся в дружеских отношениях, вступили в преступный сговор. И имела место быть взятка в виде нового лодочного мотора стоимостью почти 600 тысяч рублей. После чего нарушение лесного законодательства было укрыто. 2 подозреваемых уже задержаны, расследование продолжается. Плановые рейдовые проверки городских маршрутных автобусов проходят в Якутске. Выяснилось, что не все водители соблюдают эпидмеры. А в целом за прошедшие полгода таких нарушений выявлено более 40. За сегодняшним рейдом наблюдала Агафья Гоголева. В столице республики продолжаются плановые рейдовые проверки городских маршрутных автобусов по соблюдению транспортного законодательства и наличия средств индивидуальной защиты у водителей. Больше всего нарушений выявили по лицензионным требованиям и по страховке пассажиров. Документы на страховку пассажиров у водителя маршрута номер 17 уже пару дней как просрочены. В отношении индивидуального предпринимателя составляется акт осмотра. Работодатель будет привлечен к административной ответственности. Каждый гражданин должен знать то, что он застрахован от несчастных случаев во время перевозки как раз-таки пассажиров. В случае, если у индивидуального предпринимателя отсутствует полис АСГОП, так называемый, к нему применяется административный штраф. Штраф составляет 40 тысяч рублей.
А у водителя маршрутки номер 20 отсутствует диагностическая карта. Автобус должен соответствовать всем нормативам, подтверждающим его безопасность для других участников движения. И данный документ, согласно требованиям, необходим. Ну, я своего работодателя позвонил, что у нас это вчера сделал этого диагностик карточки и забыл привезти мне его. Ну, ему остался, короче. Он говорит, что я сейчас в больнице, после обеда принесу. Что касается нарушений по санитарной безопасности, в этот раз их не выявили. Плановые рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе. Проверяют автобусы и их водителей, в основном на конечных остановках. Агафья Гоголева, Илья Сыромятников, Якутск. Петербуржец Андрей Карзубов находит новое применение ненужным и забытым вещам. Он создает интересные экспонаты для своего частного музея. Все началось с того, что в гараже мужчина обнаружил много бесхозных предметов и создал из них первые поделки. Теперь изделия ручной сборки не помещаются в доме, поэтому украшают еще и дачный участок создателя. После того, как у меня появился ряд интересных вещей, далее родилась идея создать музей либо стимпанка, либо необычных вещей, либо музей забытых вещей. И я стал искать партнеров. И вот у меня появилось два компаньона, которые разделили мою затею. В нашем регионе начался ягодный сезон. Это лето оказалось ранним, поэтому с сегодняшнего дня жителям Амгинского, Намского и Усть-Алданского районов разрешено собирать землянику. С 15 июля в Мегино-Кангаласском, Нюрбинском и Чурапчинском районах можно приступить к сбору земляники и красной смородины. Ягоды очень богаты витаминами. Они помогают при гастрите, расстройстве желудка. Красную же смородину применяют при заболевании почек и для снижения температуры тела. После земляники и смородины поспевает голубика. Ее можно собрать с 20 июля, а с 5 августа – черную смородину. В республике установлены сроки сбора ягод и плодов. В десятых числах июля можно собирать землянику в Амгинском, Намском, Татинском и Усть-Алданском районах. С 15 июля в Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Чурапчинском районах можно начинать собирать землянику и красную смородину. Голубику можно собрать, начиная с 20 июля. Черную смородину в северных районах можно начать собирать с 5 августа, а в Вилюйской группе улусов поспеет к середине августа. Бруснику можно собрать после 25 августа. Охту в северных районах с первой декады августа. Малина распространена в Вилюйской группе районов с 18-20 июля. И на этом пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.